Дав, Recording in progress. Дав Нун Гимл, 53-й лист, и мы начинаем с помощью небес, вторая Мишна наша глава. Это великая глава, 5 глава Трактат Звохим, и держи запорочно, сейчас начинается новый тема. Хатат, то есть хацибор вайохат, говорит Мишна. Что касается хатат, хацибор вайохат, неважно, если это общественный хатат или это частный хатат, который человек приносит, потому что он грешил. Окей? То есть есть хатат йохид, есть хатат цибор. Хатат йохид – это человек, который грешил и должен принести хатат. А есть хатат, или он назир иногда приносит хатат, бецой должен принести хатат. А есть хатат, который есть общественный хатат. Что это общественный хатат? Не эти хатат, которые мы говорили на первой Мишне, вот 5 дафи, которые мы обсудили, это который кровь надо делать внутри. Нет, есть еще общественный хатат, который тоже делает их кровь только на внешней. Это хатат как раз, как Мишна сразу говорит, эйзои, что это значит общественный хатат, это козлы, которые надо принести на Рош-ходеш и на праздники. Эти козлы называются хатат. Почему называется хатат? Как мы помним, трактат Швуис, очень много мы говорили, это искупает на грех, что касается человека, который зашел в храм, когда нечистый, или ел жертвенничный, когда нечистый. Все эти темы, есть общественный хатат, который искупает на эти грехи. Окей. Эти хатат, если это частный или это общественный, шхита бецофа, надо резать именно в северный час Назара. Кибадом хишос бецофа, надо принимать его кровь именно в цафон, именно в северный час. А что делать с крови? Арба матонис, арба кронис. Так надо делать 4 подача на 4 угли мизбех. Мы же говорили 1300 миллиардов раз. Есть 4 угли. Вот сверху на мизбех 4 штуки, которые выходят. Мара будет объяснить подробно, как это делается. Но на эти 4 надо на каждого делать подача, маза. Мы помним из прошлой главы, что есть махлок бешам бесил, сколько из них критичны, но мы говорим про митцву сейчас. Конечно, сначала митцву надо делать на все 4. Окей. Как это делается? Как делать на 4 угли? Имеется в виду на какой порядок, какой первый, какой второй. Здесь очень простой строй, следующая страница. Олабакевиш, надо подняться над пандус. Есть пандус, который поднимается. Теперь у нас есть правило. Всегда в храм надо повернуть направо, нельзя налево. Поэтому ты заходишь в этот пандус, это южный час жертвы. Если ты повернул направо, получается это восток. Окей. Тогда понял сейвев, ты выходишь на этот сейвев. Сейвев – это как раз платформа, которая окружает весь мизбех. Это не Исод это ниже. Это еще сверху. Сверху есть такой платформ, который сверху, который ты можешь окружать. И у Балили Кендренис Мизрах есть первый угол, который ты встречаешь. Это южный, где пандус, восточный, это южный-восточный угол. Там подать один раз кровь. Потом потом идешь дальше, есть только одна дорога, тогда налево, нету направо. А налево тогда у тебя будет восточный, северный. Потом Цвенис Моровец, потом северный, западный. И потом Моровец Ровец. И последний южный, западный. Это самый близко, где закончил. Это опять где пандус, и потом спускается. Шьора Адам, есть остатки этой кровь, тогда еще выходит зройми, тогда надо выливать как раз не на западный час, а на южный час. Почему? Очень просто, потому что ты спускаешься в пандусах, и ты находишься на юга, уже не на запад. Раньше ты выходишь из Хейхал, и ты встречаешь западный час, Мизбех, поэтому там надо выливать эту кровь. А сейчас ты заходишь в пандус, и ты спускаешься, ты встречаешь в первую очередь южную сторону Мизбех. Поэтому там надо выливать это оставьте кровь. Окей. И надо кушать эти жертвоприношения, где можно кушать, на клеем. Внутри клеем. Клеем это имеется в виду занавес. Но здесь имеется в виду внутри храма. Обязательно должен быть внутри храма. Внутри храма, это имеется в виду внутри двор храма. Не имеется в виду хейхал, внутри двор. Окей? То есть не за пределы храма. Лезихаркуна только мужчины и только коэны. Только коэны, которые не мужчины, они могут кушать пхомахал любой вид изготовления этого мяса, потому что это с отличием кормим Песах, который обязательно надо жарить, как мы увидим в последней Мишне в нашей главе. Но катус можно жарить, можно ворует, можно делать жаркое, что хочешь делать с этим мясом. Или можно кушать на этот день,
на этого ночь и только до полуночи. Почему до полуночи? Это уже, мы помним, трактат Брохес 5 лет назад, когда мы только начали наше путешествие в Вавилонский Талмуд, мы помним, что там есть Мишна, где написано, что на самом деле можно было кушать это жертвоприношение до утра, до первого луча. Но мудрецы устражали, чтобы не проходит этот срок, поэтому они разрешили только до хацот и запретили кушать это жертвоприношение после полуночи. Очень простой. Сразу объяснять. Как он делает? Что значит, как делает? Как именно надо подать этого кровь? Есть махлокет, как это выглядит, когда ты мазешь этого угол. Он может делать амо с одной стороны, амо с другой стороны. Имеется в виду, что не обязательно над шпиц, да, сверху на этого угол. То есть это угол, на самом деле, есть два понятия угол. Керен. Керен – это и угол в жертвенник сначала сверху до внизу, это 10 ама, 10 локтей этого мизбеха. Это очень высокий мизбех. Это все называется вот угол. Или керен – это тоже рог. Рог – это тоже керен. Имеется в виду, вот первый час, то есть сверху, самый верхний час, это называется керен. То есть в махлокет, где именно надо подать эту кровь? Надо подать эту кровь. Вот, да, или... Окей, вот это вопрос. Рабиах Рабилоза, хату минес на мелах на мелах. Рабиах Рабилоза говорит, есть, неважно. Главное, чтобы это было до ама от этого стороны. То есть над мизбеха, над сама жертвенник, над стенкой жертвенник, до ама, до один локоть от угол. И извините, одну из них, это Махлок Рабиах Рабилоза, непонятно, кто что сказал, но один сказал, что у тебя есть ама сюда, ама туда. А второй мнение считает, нет, махати вияйрей кенегет худы шокер. Нет, надо мазать сверху прямо спицем, значит, самый верхний угол, вот самый верхний угол и внизу. То есть оттуда и вниз. Там надо делать. Окей. То есть махлокет, что махлокет, где именно надо делать. То есть один говорит, что можно даже над стенки, а второй говорит, обязательно надо сверху. Оба считают, что можно подать прямо сверху. Вопрос, если можно делать ниже, прямо над стенки, да или нет. Одна мнение говорит да, второе мнение говорит нет, обязательно сверху. А либо там лезь в Шимон дома ясмин, нас и целый богов и шокаем на кумлям и плиги. Теперь, есть махлокет, мы знаем, что есть махлокет в Элиезере, в Шимоне и Реби, и в соответствии с этим махлокет будет понятно, о чем спорит Рабиах Рабилоза. Почему? Потому что есть мнение Рабиезере в Шимоне, который говорит, что это митцва только сверху. Эла бегуф и шокаем, это только сверху, прямо, который этого час, который выходит из крыши, да, есть крыша, а если сверху вот это 4 угли, эти час, это там надо мазать. Тогда нет вопроса. Конечно, там надо делать. Какой амод сюда, на стенке. Все согласны, что по мнению Блезова Шимона обязательно надо делать сверху. Киплига любит Реби. Но есть вопрос по мнению Реби. Потому что Реби говорит, что можно и ниже. Вопрос, сколько ниже и сколько далеко, что это значит. То есть Киплига любит Реби. Марсовер, ама элах, ама элах. Одну считает, что если можно даже ниже, чем сама угол, это должен быть на верхний час. Это мы говорили миллиарды раз, что это хатат надо делать обязательно сверху, имеется в виду на верхней половине этого жертвенника. Но не имеется в виду, что прямо сверху есть 5 ама, это половина жертвенника. Поэтому вопрос. Алибид Раби Марсовар одну считает, что амелах вамелах кинегет керен. То есть если это амо оттуда, с каждой стороны, если это амо сюда или амо туда, это все называется угол. Это все называется угол. И один говорит, нет, можно делать над жертвенник, по мнению Реби, и ниже, но это должен быть прямо, где угол, и не амо сюда, амо туда. Нет, надо делать прямо, где угол. Не надо обязательно сверху. Это мнение Блезова Шимон, который говорит, что обязательно сверху. Но я не имел в виду, что на угол можно делать немножко ниже, но все равно это должен быть на пункта, где этого угол 90 градусов. Вот там надо делать. Окей. Говорит Гемара. Есть вопрос на этого мнения, который считает, что можно делать даже далеко. Какой вопрос? Вот братья говорит следующее. Как надо делать этого хату с
Кейтса Матадом, Неэл Кевиша Формула Сейве. Прямо как наша Мишна. Просто Брайт немножко расширяет эту тему. Кейтса Матадом, Неэл Кевиша Формула Сейве, ему бали Кевиндрамс Мизрахас Витал Бец, моя минес, моя мимана Шабиемет. Окей. Надо заходить до угол северный, северный юга, это первый угол. Надо макать твои палец именно в кровь. Какой палец? Это право, который справа. Имеется в виду вот это большой палец. Это палец имеется в виду. Второй палец. Минадом швимизрах, из этого кровь, который есть в этом сосуд, в хоймер, и бегудло и миламалу бэцпектано, и потом надо собирать эту кровь над своим вот первый палец, вот так, надо мазать твоим палец, чтобы палец был полный в крови, и потом в эцпакетану миламато, и тоже в этот палец, то есть берут кровь с этого пальца, а потом мазать вот так, чтобы на эти два пальца была кровь, а потом надо сверху и вниз надо мазать эту кровь. Пока ты не закончил, ты пользовал все кровь, которые есть внутри. И так каждый год. Окей. Есть много здесь деталей, какие палец, какие это, но главное, что написано, худо шокерен, сверху, прямо к этой шпиц. А это понятно, что надо делать сверху. Митцва бахуда. Нет, не имеется в виду, что не обязательно, имеется в виду, что митцва так делать. Но я конечно, никто не спорит, что самое лучшее место это самое сверху. Вопрос, если ты сделал право немножко оттуда дальше, а вот сюда, это будет кошерно. Нет, одну Идр Бехмер говорит, что да, второй говорит, что нет, но это брайта не исключает, что может быть кошерно. Это просто было сказано, какой митцва надо делать. Там начали молиться, или есть еще время? Май Реби, Май Реби Лоз Шимон. Мы только что говорили, что есть два мнения. Есть мнение Реби, есть мнение Реби Лоз Шимон. Гмара даже не говорит, где они, это брайт, это Танаим. Это Танаим находится в другой брайт, это Таня. Дома Мальойним, кровь, который сверху, вместо хатайский кровь, не то не хутасикро, но мало. Надо это делать именно из хутасикро. Хутасикро, это была красная линия, который окружает жертвенник, прямо с половины. То есть жертвенник 10 дома, 10 локтей, 5 пункт, где 5 локтей, тогда была красная линия, которая окружает. И с это и вверх, и сверху называется верхний часть. Okay? И дом атахтойным, кровь, которую надо делать внизу, это там не то не худо сикуломатом. Это с этого пункта и ниже. Диви это мнение Реби. Реби Шимон говорит, это да, это правда, что есть верхний кровь, который можно с этого места и выше. Это если это птичные жертвоприношения, все сожжения. Тогда можно оттуда и выше. А вот бахату с бахемом, если это хатат, тогда надо делать самый верхний часть. Тогда и ацма и нас, и лагуф и шокер надо делать прямо на угол. Вот на эту часть, который выходит из крыши, вот там надо делать. О, вот это мнение Реби Элиэзер бен Шимон. То есть есть Реби, есть Шимон. Реби говорит, что цели этого территория 5 ама, верхний час, это называется верхний час. Реби Элиэзер бен Шимон говорит, что хатас надо делать там. Он Рабаво, май тем до Реби. Рабаво говорит, как понимает позиция Реби, почему Реби так считает. Тексив вахарол арба амойс, умеариол уламало арба амойс. Окей. То есть это написано в пророке Хескел. Как известно, пророк Хескел описывает, как выглядит построение третий храм. Так, все, как надо строить третий храм. И там написано, что есть харел. Харел – это мизбех, это жертвенник. И там написано, что жертвенник – это 4 локти. Что это 4 локти? Арба амы судави. А где есть 4 локти? Где есть 4 локти? Или это 10 локти, или это высота 10 локтей. Начали. Хорошо, одну секунду. Вот 10 локтей сверху, а эти угли каждый по 1 ама. То есть это все равно не 4. Что это 4? Это угли 4. Теперь, почему это 4? Это чистая математика. Каждый угол это ама над амом. Ама это 1 квадратный ама. Окей, возьми 4 квадратный, вот, каждый по квадратной аму, множить на 4, это не будет 4 на 4.
Это будет 4 на 1. Это не будет 4 квадратные ама. Это будет меньше, это будет 4 на 1. Это будет 2 квадратные ама. Тогда где еще, где 4 ама? Что это значит 4 ама? Говорит Гемара, решус кронес арба. Имеется в виду, что решус – это владение, это место, где можно считать угли, это там есть 4 на 4. Что это значит? Что имеется в виду, что из хотасикра и верхну тоже может делать кровь. Что имеется в виду? Жертвенник 10 ама высота. Теперь самый высокий керен – это 1 ама. Получается, что остается 9. 9 ама – это сама жертвенник. Из 9, 5 – это ниже, чем эта линия. 4 выше. Значит, что 4 выше, там можно подать кровь. Там можно подать кровь. Это мнение Реби, который говорит, что хатат не обязательно надо самым сверху часть. Это 4 локти, которые есть из крыши и ниже до этого линия, тоже кошерно для того, чтобы подать там кровь из хатос. И поэтому вот оттуда взял Реби свое мнение, что это кошерно для хатат. Хорошо, мы остановились здесь, на 8. Мы завтра обязательно продолжим. Все, have a wonderful day. Спасибо большое.